Здравствуйте, в эфире программы «7 дней», в студии Ильшат Аминов. Смотрите сегодня. У нас самые, оказывается, хорошие врачи. Но уверенность появляется хотя бы в том, что они находятся под наблюдением медицинских работников. Коронавирус никуда не делся. Расслабляться нам нельзя. Юго-Восток. Красная зона. Вознакаево и Бавлах – открытые временные госпитали. Мы там были. И 28 августа у нас следующий укол, и его нет. Жизнь или кошелек? Кто должен платить за лечение детей самым дорогим в стране препаратом? В Казани эту программу мы еще никогда не показывали. Стрижи прилетели. В Казани прошел самый масштабный праздник года – авиашоу «Я выбираю небо». Итак, в пятницу Центр избирком Татарстана зарегистрировал действующего президента республики Рустама Минниханова в качестве кандидата на должность президента Республики Татарстан. Выборы, напомню, состоятся 13 сентября. В субботу в двух главных газетах республики «Ватаным Татарстан» и «Республика Татарстан» вышла программная статья президента Татарстана Рустама Минниханова с очень выразительным названием «Татары, верность традициям, уверенность в будущем». Уже сегодня, прочитав эту статью, я могу сказать, что это новый манифест многомиллионного татарского народа, рассыпанного по всему миру, основа будущей стратегии сбережения и развития татар. Конечно, в содружестве прежде всего с русским народом и всеми народами России. Советую всем почитать эту статью. Лично я нашел в ней ответы на многие вопросы, которые волновали меня в последнее время. Они, я знаю, тревожат не только меня. Неужели мы согласимся с уничтожением нашего языка, с потерей культурного кода поколений? Неужели мы растворимся без следа в процессе глобализации и возрождения националистического имперского мышления в его худших проявлениях? Вот что об этом пишет президент Татарстана в своей статье. В последнее время как-то принято искать врага больше вовне. Глобализация, интернет, массовая культура, правовые ограничения и другое. С этим и не поспоришь, вызовов много. А как же решается сохранение национального в себе? Ведь это и может стать ежедневным внутренним подвигом. Совершать его или нет, каждый для себя решает сам. При этом мы знаем, что немало тех, кто уже готов исполнить реквием по народам России. Есть и те, кто считает национальное чем-то искусственным, тем, что можно слепить силой политической воли. Но что бы почувствовали наши бабушки и дедушки, если бы им сказали, что все, чем они дорожили, родной язык, религия, неповторимый национальный мон – это декорация, которую легко заменить. Сохранение национального в себе должно стать внутренним подвигом. Согласитесь, очень глубокая мысль. А сколько моих соплеменников готовы к этому внутреннему подвигу? Далеко не все, и это, конечно, факт. Можно плыть по течению и согласиться на добровольное вырождение, потому что так проще, так легче. Надо сдавать ЕГЭ, надо приспосабливаться к изменяющейся политической конъюнктуре. Мало ли чего еще надо по жизни, если жить на уровне тарелки токмача. Не до национальных вопросов. Распространенная философия обывателя, согласитесь. Поэтому Минниханов и пишет о сохранении национального в себе, как о внутреннем подвиге. Задумайтесь над этим. Еще на один извечный вопрос дает ответ президент Татарстана в своей статье. И он касается единства татарского народа. Вот что он пишет. Когда мы говорим о единстве татарского народа, мы не говорим о единообразии. Мы дорожим тем, что есть астраханские, касимовские, сибирские, казанские татары, мишари, кряшины, тептери. Мы дорожим самобытностью каждого члена нашей большой семьи татар, как среди братьев. Каждый уникальная личность, но вместе одно целое. Одна семья. Предельно точная формулировка у Рустама Нургалеевича. Наша сила в единстве многообразия. А ведь не секрет. Есть желающие расчленить татарский этнос на множество мелких нежизнеспособных частей. Отрубить руки и ноги и оставить умирать отрезанную голову на обочине цивилизации. Эти деструктивные силы, к сожалению, находят для этих целей национальных предателей, которые в угоду своим личным, подчас корыстным интересам кричат, что мишары или крещеные татары или тептяры – это отдельный народ. Они одного не понимают, что это выгодно тем, кто хочет исполнить реквием по народам России, и приближают этот реквием. Маленький росток выдернуть легко, никто и не заметит. Попробуйте выдернуть могучее дерево с множеством ветвей и корней. Невозможно.
Возьмемся за руки, татары, чтобы не пропасть поодиночке. Воистину так. И еще на один момент хочу обратить ваше внимание. Президент Татарстана дал в своей статье ответ и тем российским политиканам, которые бесконечно разыгрывают карту татарского сепаратизма. Он пишет: когда мы говорим об особом пути татарского народа и Татарстана, отдельные горячие головы пытаются преподнести это как политику отделения. Для некоторых Татарстан становится картой, которую хотят разыграть, чтобы добавить себе политических баллов, раскрыть несуществующий островок раздора в центре страны. Даже в России, где татары являются вторым по численности народом, люди не совсем ясно представляют нашу историю и культуру. Порой надо объяснять, что в сложные перестроечные годы Татарстан стремился к расширению прав и полномочий, соответствующих его социально-экономическому потенциалу и вкладу в развитие страны, и не более того. Наоборот, сохранив межнациональное и межконфессиональное согласие внутри себя, наша республика внесла значительный вклад в укрепление российской государственности. Татары – это народ, который во все времена работает на созидание, на интеграцию общества. Вот почему так важно рассказывать о нашей культуре, патриотизме и особенности мировоззрения, высокой значимости для татар их родного языка. В нем заложен тот смысловой код, который позволяет глубже понять особенности мировосприятия и моральных ценностей. Абсолютно верно. Татары – это, безусловно, и в историческом смысле, и в современном государствообразующий народ России. И сегодня он демонстрирует жизнеспособную модель межконфессионального и межнационального согласия, которую нужно ценить, поддерживать и распространять на всю Россию, от Калининграда до Хабаровска. Но каким мы видим свой дальнейший путь? На этот вопрос в своей статье «Татары. Верность традициям, уверенность в будущем», опубликованной накануне, президент Татарстана Рустам Минниханов ответил так: «Мы видим его просвещение в передаче традиций детям, в сохранении родного языка, культуры, традиционных духовных и нравственных ориентиров, религии. И неважно, хорошо ли говоришь ты на родном языке, практикуешь ли ты религиозные обряды. Быть татарином – это чувствовать связь со своим народом. Мы видим свое будущее в уважительном отношении к нашему прошлому. Мы видим свое будущее в развитии творческого начала нашего народа. Мы видим свое будущее в сохранении и обогащении культурного наследия нашего народа. Татары – неотъемлемая часть многонациональной России и многонационального мира. Мы видим свое будущее в энтузиастах, наших общественных организациях и отдельных активных сыновьях и дочерях татарского народа. Сегодня Татарстан – территория, устремленная в будущее, где комфортно жить и трудиться, предмет нашей гордости и уверенности в завтрашнем дне. И где бы ни проживали татары, мы всегда это чувствуем. Чувствуем единение и силу наших предков, силу нашего народа. Мы хотим и дальше писать свою историю, творить свое будущее. И пусть оно будет ярким и успешным для многих и многих поколений. Написал президент Татарстана Рустам Минниханов. На этой неделе Владимир Путин подписал указ о национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года. Это план, по которому будут работать в Кремле и в правительстве в ближайшие 10 лет. Среди основных аспектов сохранения населения, здоровья и благополучия людей, возможности для самореализации и развития талантов, комфортная и безопасная среда для жизни, цифровая трансформация и многое другое. Есть еще и вот такая цель. Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, их исторических и национально-культурных традиций. Такая цель у государства наконец появилась. Как известно, основу духовно-нравственных ценностей любой нации составляет родной язык и родная культура. Если будут создаваться условия для развития этой основы, как заявлено в документе, значит, в будущем родному языку коренных народов ничего не будет угрожать. Ни глобализация, ни экономический кризис, ни пандемия. И в это очень хочется верить. А пока родители татароязычных детей в Татарстане продолжают сбор подписей под заявлением, которое адресовано депутатам Госсовета Республики Татарстан, где просят ускорить процесс внесения татарских учебников в федеральные списки и не допускать впредь прокурорских проверок. А в школы Татарстана вернуть возможность получения образования на татарском языке. Кто они, эти защитники родного языка? Об этом подробнее Эльзира Юзаева. Молодая пара
или молодая семья с детьми разговаривать на татарском языке. А еще, когда вот маленький ребенок начинает говорить «атием», они, ну это все. Говорить на родном татарском языке для него невиданная роскошь. Марат Набиуллин – представитель именно того поколения, которое выросло в советской неродной языковой среде. Рано остался без родителей, образование получал в детском доме, потому ему не суждено было овладеть даже минимальными базовыми знаниями. С возрастом, как говорится, мудрость приходит, и что-то начиная уже задумался давно об этом, а потом что-то кровь, видимо, или... Ну, что-то такое вот, сердце, я не знаю, вот оно просит татарский язык. Вот уже 2 года он пытается залатать эту брешь в образовании. Ходит на курсы татарского языка при мечети Гайля в Казани. Сейчас, в зрелом возрасте, начинать изучение языка с азов значительно сложнее, чем в детстве. Но он не теряет надежды, что когда-нибудь сможет сказать на своем родном татарском языке самые главные слова. Трудно идет этот язык для меня, но я стараюсь. Не получается в этом году, на следующий год получится. А лаберса к старости все равно будут на татарском разговаривать. Я училась в русской школе, и как раз я попала в эту волну факультативных занятий татарского языка. Я считаю, что нас вообще не учили татарскому языку, то есть грамматики у нас не было вообще. А то, что мы там пытались читать учебники, ну, это было на таком уровне, по желанию, скажем так. То есть вот как сейчас. Мама 3 детей Миляуша Шарафуддинова своим детям желает иной судьбы. После того, как язык потерял свой государственный статус в школах, часы на его преподавании сократили в разы. Дети недополучают знаний по истории и культуре, по литературе своего народа. Совсем теперь нет времени и на изучение традиций и обычаев. По мнению Миляуши, школа сегодня не дает детям полную картину мира, в которой ее нация занимает особое место. Вот мой старший сын закончил 11 класс. И я могу вот с уверенностью сказать, что за 11 лет ни одного урока по истории родной земли не было. И это меня, конечно, сильно возмущает, огорчает и заставляет задуматься о многих моментах. Məktəblərimizdə balalar Şapanını öyrənə, Çaykovskini öyrənə, şolay yox mənə tatar kompozitorların, tatar cızçıların öyrənü yox deyərlik dərəcəsində. Şolay yox Fərid Yarullini, Salih Seydaşevni, bizim balalarımız, tatar balalarımız, ümumən balalar bilib үсәргә тиеш дип саныйм мин. Бездә глобализация бара бит. Бу хәзер бер 30 елдан урыс телендә безнең телгә калачак. Менә мин балалардан сорыйм, урыс теле белән тоже кызыксынмыйбыз ди. Безгә инглиз теле, английский тел кирәк ди. Вот, безне заставить иткән өчен генә без укыйбыз ди. Татар телендә шулай укыйбыз ди. Откуда взять мотивацию для изучения своего родного языка подрастающему поколению? Как сохранить язык в ограниченном пространстве только в семье, в то время как в обществе превалирует неродная языковая среда? Этим вопросом озабочена сегодня каждая татароязычная семья. Родители признаются, что именно школа еще 2 года тому назад со всеми своими плюсами и минусами была залогом того, что существовало хоть какое-то небольшое, но все же родное национальное образование. И возврат к этому необходим. Необходим как доказательство существования у государства национальной политики. Раз уж шундай әйбер китте, бу российский литература дигән фән керсен. Анда булсын чуваш язучылары, мари язучылары, урыс язучылары, татар язучылары, чечен язучылары, осетин язучылары. Бу илне бер итеп саклый. Беренчедән, без халыклар арасындагы дуслык ныгый һәм илнең куәте арта инде. Чтоб пропаганда языков тоже была бы, тоже, так сказать, на должном уровне должна быть. Пропаганда языков. Что это? Радио, телевидение. Потом, значит, это самое, пресса должна быть тоже. И на татарском она должна быть. И в том числе и на мордвинском тоже должно быть. То есть вот проживает, есть, допустим, коренные. Почему школы их не открыть здесь? А что это, мне мешает, что ли, да? Не мешает. В инициативную группу татарских родителей вступили люди разного возраста и разных профессий. У кого-то есть малые дети, а у кого-то уже внуки подросли. Но все они обеспокоены происходящим одинаково. Сохранение татарского языка, по мнению руководителя этого общественного движения Ильсии Ахмедганиевой, это долг не только руководства республики, но и каждого гражданина, считающего себя татарином в душе. Вернуть татарскому языку право на существование в системе образования. Это главное требование подписантов. Они считают,
Считают, что необходимо также внести татарские учебники в федеральные списки. Без этого невозможно вести обучение на татарском языке и преподавать сам язык как предмет. Они требуют прекратить прокурорские проверки в школах, которые участились в последние годы, вернуть возможность сдавать экзамены и получать высшее образование на родном языке. Это письмо уже подписали более 200 человек. У нас все-таки нет условий для воспитания детей на родном языке. Конечно, где-то локально эти условия есть, но так как многие родители не имеют там территориальной возможности, да, у нас все-таки нет среды татарской в детских садах и в школах в том числе. Не в изучении языка проблема. Самая ответственная проблема, самая неотложная проблема – это обучение на родном языке. Обучение на родном языке школьных предметов. Школа на родном языке, а не изучение татарского языка в русских школах или какой-либо другой школе. 26 июля 1996 года вышло первое постановление Верховного Совета ТАССР о создании Татарского национального университета. С тех пор прошло уже четверть века. Фандас Сафиуллин – один из тех депутатов тех времен, кто жил буквально этой идеей долгие годы. Один из тех, кто и сегодня верит в свою мечту. Университет – это есть паровоз. Национальный университет – это есть локомотив, это паровоз школьной системы. Если будет университет, будут и институты. Если будут высшие учебные заведения, они потянут за собой существование школьной системы. Родители верят, что вновь созданная комиссия по сохранению и развитию татарского языка сможет спасти нацию от вырождения. В любом случае, каждый из них уже принял для себя главное решение. Начинать нужно с себя. Я раньше внимания не придавала значения этому. Я начала больше разговаривать по-татарски дома, начала переписку в WhatsApp принципиально с ними на татарском. Они, конечно, сначала были не в восторге, но а что им делать, куда деваться, отвечают тоже по-татарски. Я считаю, они должны гордиться тем, что они татары, они должны знать, кто они. Это же не толпа, мы же растим не толпу, не стадо, мы хотим вырастить народ. Эльзира Юзаева и Андрей Ключников. 7 дней. Борьба с пандемией – это марафон, а не спринт. И ситуация продолжит эволюционировать в предстоящие месяцы. Вот что заявил один из представителей Всемирной организации здравоохранения на этой неделе. Я бы вывел эту фразу в заголовок, в эпиграф нашей программы. Будь у нас такой. В последнее время появилось немало излишне оптимистических заголовков о том, что якобы вот-вот в России создадут вакцину, что пандемия отступает, что многие уже переболели и риск теперь якобы минимален. В это можно только верить, потому что верить хочется. Но с вакцинами все непросто. И в этом году мы не можем ожидать появления вакцины, которая прошла бы все испытания и была бы безопасной. По поводу антител. Теперь уже известно, что иммунитет долго не держится. Во Владимирской области у одного из медиков зафиксирован на этой неделе первый случай повторного заражения. Человек заразился, вылечился и снова заразился. И это за короткий 2-месячный период. Ну и по поводу того, что пандемия отступает. Научное сообщество отмечает, что вирус становится более заразным. Становится ли он более опасным? На этот вопрос пока нет ясного ответа. Более заразным – да. То есть один человек заражает сейчас не 2-3 человека, как было в марте-апреле, а 4. В ряде европейских стран мы наблюдаем рост числа случаев, и специалисты ВОЗ связывают это напрямую со смягчением санитарных режимов в этих странах. Америка уже возвращает более строгие меры во многих своих штатах. Если нам это не грозит, тогда что нам грозит? Конечно, никому не хочется верить, что от его личного поведения что-то зависит. Отсюда беспечность, опасная беспечность. Беспечность, которая может стоить дорого людям вам незнакомым и беззащитным перед инфекцией. Ну, допустим, вы носитель инфекции, о чем вы не догадываетесь. Посидели без маски в автобусе рядом с человеком, у которого, например, сахарный диабет или лишний вес. Имейте в виду, что с большой долей вероятности вы только что убили этого человека. А ведь мы сегодня в общественном транспорте такую картину и видим. Пассажиры давно перестали надевать перчатки и уже больше половины без масок. Понятно, что все устали, понятно, что жарко, но напомню фразу из эпиграфа. Борьба с пандемией – это марафон, а не спринт. Есть такое хорошее слово – перетерпеть. По-моему, сейчас оно более чем уместно, исходя из текущей ситуации.
Когда произошло долгожданное открытие торговых центров и ресторанов, многим этого терпения, увы, не хватило. Ажиотаж и очереди в первые часы после открытия выглядели, несколько странно, по крайней мере, для Казани. Торговых центров у нас в избытке, можно было и не создавать ненужной суеты. Однако для специалистов управления Роспотребнадзора горячие деньки все-таки продолжаются. С открытием новых объектов торговли и общепита работы у них, конечно, прибавилось. Цифра эта постоянно меняется, но на сегодня санитарная служба посетила более 11 тысяч объектов. Региональный Роспотребнадзор выдал в общей сложности свыше 7,5 тысяч предписаний с перечнем мероприятий по профилактике распространения инфекции. Доля нарушителей составляет 6%. На этой неделе специалисты управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан вновь отправились в рейд по объектам торговли и общественного питания. Тимур Бекмурзин отправился вместе с ними. Очень соскучились по нам, мы по ним. Долгожданная встреча после долгой разлуки. Ох, как они истосковались друг по другу. Покупатели по шопингу, продавцы по покупателям, владельцы кафе и торговых центров по посетителям. Так соскучились, что готовы заключить друг друга в крепкие объятия. А нельзя. Послабления сделаны в качестве самой возможности посещения объектов торговли и общепита, но санитарные нормы, правила обязательного ношения масок и перчаток никто не отменял. Маски одеваем обязательно, без масок нельзя. В торговых центрах за этим следят строго, как и следят за выполнением другого обязательного правила не более одного посетителя на 4 квадратных метра площади торгового комплекса. В той же Меге эта норма даже более жесткая. 1 посетитель на 10 квадратных метров. То есть одновременно в торговом центре не могут находиться более 6513 посетителей. Их подсчет в Меге осуществляют в онлайн-режиме с помощью специальных датчиков. Здесь я вижу, что в Меге сейчас Казань, вот онлайн, время 11:36, 3657 человек. Ожидали, что будет очередь такая огромная? Нет, не ожидали. Издевательство над людьми. Конечно, в данном случае меньше всего претензий к самим торговым центрам. Они лишь выполняют предписания Роспотребнадзора. А вот у представителей ведомства в связи с таким возникшим ажиотажем в первые часы открытия торговых комплексов настоятельная рекомендация к жителям Казани и других городов. Понятно, что торговые центры открылись, и все сразу решили купить все необходимое. Не надо торопиться, торговые центры не закроются, они будут работать. Здравствуйте. Да. Летние веранды Казани официально работают уже больше месяца. Недавно к ним присоединились и другие кафе и рестораны. За деятельностью точек общепита очень жестко следят в управлении Роспотребнадзора по Татарстану. Рейды проводятся на регулярной основе. Сами владельцы заведений относятся к ним с пониманием. Управление Роспотребнадзора выдало кафе и ресторанам 44 предписания. Это своеобразный свод обязательных требований. Они касаются не только работы поваров и официантов, но и гостей. Гости, вот мы видим здесь за столом, у нас по предписанию 4 взрослых, не считая детей, здесь это соблюдается. К этому заведению пока претензий нет. Специалисты ведомства проверяют журнал. В нем записаны показатели температуры сотрудников за каждые 4 часа. Ревизоры из Роспотребнадзора вместе с хозяином заведения нагрянули и в уборную ресторана. Здесь свои правила. Антисептики стоят для перчаток и масок. Отдельные емкости. Да, все обрабатывается каждые 3 часа, все поверхности. Пока одна группа специалистов Роспотребнадзора обследует рестораны и веранды, другая группа вместе с нашей съемочной командой отправляется с визитом в торговый комплекс. Тот самый, где накануне мы снимали очереди из посетителей. О визите, естественно, не предупреждали, поэтому некоторая заминка на входе вполне ожидаема. Это не проверка, то есть это просто обследование. То есть посмотреть, как вы соблюдаете требования профилактические. Что вас интересует, спрашивают сотрудники торгового центра. Все, отвечают специалисты надзорного ведомства. И первая точка визита – офис самих работников торгового комплекса. Обязательно измеряем температуру тела каждые 4 часа. Так, бесконтактный термометр есть у вас? Да, бесконтактный термометр. Вот мы их закупили специально для офиса. То есть здесь спиртовые салфетки, антисептик. Здесь есть журнал, вот вы уже его фотографировали. После посещения склада нужно убедиться, что есть необходимый запас масок, перчаток, дезинфицирующих средств. Вот эти вот все коробки – это маски и перчатки.
Одно из нововведений посещения торговых комплексов этого сложного периода – то, что потоки входящих и выходящих посетителей должны быть строго разделены. За этим тщательно следят представители службы безопасности. Кстати, вот в этой вертушке не может находиться одновременно больше 3 человек. Маски и антисептики можно приобрести здесь же, на входе в торговый комплекс. Здесь же можно и обработать руки антисептиком. Но большинство все-таки приходит в торговый комплекс в своих масках, а перчатки можно получить здесь бесплатно. Убрали тут 50% мебели, то есть максимальная дистанция. То есть та мебель, которая не убирается, например, сплошной диван, здесь просто у нас коммуникация. То есть за столами больше 4 людей не собирается, расстояние между столами выдерживается. Торговые комплексы работают в привычном для себя режиме, в том числе, наконец-то, открылся самый крупный, самый большой торговый комплекс Казани «Мега». Функционируют все его объекты, в том числе и так называемые фудкорты. От посетителей требуется соблюдать всего 3 простых правила. Вот они здесь указаны. Носить маску, надевать перчатки и соблюдать дистанцию 1,5 метра. Я очень благодарна, на самом деле, коллегам из Роспотребнадзора, которые оказывали нам консультационные услуги все это время, когда мы не понимали, возможно, что можем мы сделать, а что нельзя. И вот сегодняшнее обследование, это даже не проверка, а именно обследование, направлено именно на то, чтобы мы совместно обсудили все меры еще раз. Я вот со своей стороны уверена, что мы соблюдаем все, потому что мы прочитали все нормативные акты, все рекомендации, мы проработали все с партнерами, все сделали так, как нужно. Работайте, пожалуйста. Так, смотрите, здесь вот салфетки, давайте посмотрим сейчас у гостей, да, на столе должны быть дезинфицирующие салфетки. Реакция на все эти замечания и пожелания вполне себе адекватная, как со стороны предпринимателей, так и со стороны посетителей. Все... Почему вы не носите маску? Ну, потому что она не помогает. Ну или почти все понимают, что выполнять эти 3 простых правила – маска, перчатки, дистанция – нужно. Дистанция есть, я как бы с маской. Меры предосторожности обязательно исполняем и социальную дистанцию. Неудобства и ограничения на входе в магазины могут быть. Ну, пока в один простоишь, пока в другой простоишь, уже придет время. А потом еще там стоять в эту раздевалку, примерочную, время. Тоже не очень, но мы понимаем, что это нужно. Перетерпеть можно и нужно. Это в наших же интересах. Тимур Бекмурзин и Андрей Мохов. 7 дней. Все меры предосторожности вскоре придется соблюдать и верующим. В конце следующей недели праздник Курбан-Байрам. И в этом году Роспотребнадзор рекомендует провести его в так называемом усеченном формате. То есть лучше проводить обряды на улице с соблюдением дистанции, использовать антисептики, маски и перчатки. В каждом районе мероприятия будут, конечно, несколько отличаться. Но вот эти рекомендации уже доведены до всех. Главное, конечно, не допустить участия пожилых людей, к чему в четверг, кстати, призвал организаторов президент Рустам Минниханов. Мы уже говорили, любое ослабление санитарных мер ведет к увеличению числа заражений. Любое. Если мы открываем торговые центры и общепит, мы не можем рассчитывать, что эпидемия останется в прежних рамках. Количество заражений неминуемо увеличивается. А теперь представьте, что вы живете вот здесь, в Азнакаево. Это юго-восток республики. Если вы почувствуете какие-то всем известные уже симптомы, вам в скором времени понадобится компьютерная томография для того, чтобы определить степень поражения легких и вообще иметь на руках достоверный диагноз, что у вас ковид. В Азнакаево никакого КТ нет. Это значит, что вас надо везти либо в Альметьевск, либо в Лениногорск. До обоих городов расстояние одинаковое. Это час езды. С вами или без, но скорой помощи нужно будет еще возвращаться обратно. Это еще час езды. 2 часа вы будете в дороге. И еще как минимум час вы будете ожидать своей очереди на томографию. Итак, минимум 3 часа займет вся эта процедура. А в Азнакаево всего 5 машин скорой помощи. Это значит, что при взрывном росте заболевших помощи придется ждать очень долго. И если количество пациентов не снижается, а только растет, то деваться некуда. И вот уже такие города, как Азнакаево, Бавлы, Урусу, здесь, на юго-востоке, открывают свои временные госпитали. Я повторю эту фразу еще раз. Населенные пункты с количеством жителей в 10, 20, 30 тысяч открывают свои временные госпитали. Первое. Это снижает нагрузку на скорую. Снижает, но не до нуля, потому что все равно приходится ездить в крупные города. Ни в одном из этих райцентров компьютерного томографа пока нет. И второе.
это позволяет обеспечить людей местами в стационарах, обеспечить их лекарствами и уходом. Все эти госпитали открылись совсем недавно, в июле. Было ли когда-нибудь нечто подобное, чтобы для борьбы с инфекцией временные госпитали открывались даже в небольших населенных пунктах? Такого никогда не было. Сегодня мы с вами обратим, наконец, взгляд на то, как сражаются с эпидемией в наших малых городах. Им там ничуть не легче, чем городам крупным. Что сейчас? В Азнакаево и Бавлах побывал Михаил Любимов. Какой шутник нацепил вот эти маски на скульптуру известной женщины-матери с ребенком в Азнакаево, нам неизвестно. Администрация говорит, что это было не их рук дело, и вообще нам кажется, что это был никакой не шутник. Вы знаете, здесь уже давным-давно никому не до шуток. Наш медийный фокус на мегаполисах не позволяет нам увидеть очевидные вещи, что эпидемия давным-давно добралась не только до крупных, но и до малых городов республики. И вот что им делать сегодня? Меняться. Вот эта улица, на которой я стою, улица Сюмбике в Азнакаево, когда-то была автомобильной, сегодня пешеходная. Когда-то в Азнакаево не лечили ковидных больных, сегодня их здесь лечат. Ну, хотя бы не дома, да. Вот людям уже вот это, насколько уже терапия, да, для каждого здесь. Но уверенность появляется хотя бы в том, что они находятся под наблюдением медицинских работников, потому что пневмония в наших условиях, тем более если с поражением, как вы слышали, 50%, то есть это как 2, довольно тяжела в плане отдышки, общего состояния. И когда они поступают в стационар, хотя бы то, что находится под влиянием медицинских работников, получают необходимое лечение, уже огромный плюс. 25 палат, 40 коек, из них 6 реанимационных. Посменно 4 врача плюс 2 реаниматолога. Здесь действительно лучше, чем дома. Лучше, чем между небом и землей. Своей очереди сегодня можно и не дождаться, и люди здесь прекрасно знают об этом. Наверное, мало было шансов попасть-то вот или в Альметьевск, или в Лениногорск. Все-таки лучше, что хотя бы сюда попались. Да? Не знаю, я считаю, или повезло, или как. Вам теперь вирус не страшен, наверное, не потому, что вы в него не верите, а потому, что вы его побеждаете? Вместе с вами, с врачами. Один не победишь. Мы можем показать ваше лицо? Пожалуйста. А ваше лицо мы можем показать? Можете, сейчас не желтые лица. Да, спасибо большое. 40 коек – это тот минимум, который должен быть сегодня у 60-тысячного Азнакаевского района. Если до Альметьевска ехать час из райцентра, то сколько из отдаленных деревень? Время – вот что драгоценно сейчас. Десятки человек здесь уже сидят по домам, и в госпитале лишь те, кто не справится с болезнью самостоятельно. Врачам спасибо, медсестрам, так хорошо заботятся о нас. Этот молодой человек вообще не уходит отсюда. Да, какой? Вот этот? Он. Круглосуточно, 24 часа в сутки принимает пациентов. Ну вы вот это все снимаете? По 8 часов в день. По 8 часов вот так, да? Да, иногда и по 8 часов в сутки. Хорошо, что есть и эти врачи. В Азнакаево за последние 3 года по сусекам наскребли 60 специалистов. Теперь ясно, что очень вовремя. Они уже видели все. Вот они на животе лежат, да? Да, это бронпозиция рекомендуемая. То есть и по данным аппаратуры, насыщение крови, так называемая сатурация, гораздо лучше в бронпозиции после 12 часов. Путин обещал деньги девчонкам вам. Не слышал, что эти деньги до вас дошло. Чтобы дошло, это деньги. Это моя просьба от всех жителей Азнакаевского района. Они видели, как вирус косит не только здоровых деревенских взрослых мужиков, но и людей совсем молодых и, казалось бы, здоровых. Вот этой девушке всего 21 год. Она на искусственной вентиляции легких практически с открытия госпиталя. Это уже 3 недели. Но сейчас на данный момент она контактна, она в ясном сознании, она все понимает, разговаривает, кушает через ложечку. Время лечит. Увы, но не всегда. И на сегодня это 25 палат надежды. У них есть все, кроме времени. Теперь они мечтают и о собственном компьютерном томографе, чтобы снова выиграть еще немного времени.
логистики для того, чтобы здесь самим уже можно ставить диагноз? Мы возили в Леногорск, в Альметьевск, тоже было очень неудобно в первые месяцы. Возили там по 5, по 6, по 7 человек, скорая помощь, да, уезжали целый день. И неудобно было для людей, для пациентов тоже. Они тоже были очень недовольны. Вот такой, говорит, город, почему у нас у самих, говорит, нет, но вопрос решается. Самый длинный мост в Татарстане, как известно, расположен в Бавлинском районе республики. 2 часа нужно идти по нему. Но, конечно, не потому, что он какой-то супер протяженный, здесь всего несколько десятков метров, а потому что связывает он 2 республики – Татарстан и Башкортостан. И вот сейчас, когда мы заходим на него, примерно в час дня, мы знаем, что окажемся мы на том концу моста, в Башкирии уже, где-то только к 3 часам дня. Вот эта разница во времени и делает его самым длинным мостом и в Татарстане, и в Башкортостане, в принципе, тоже. У жителей Бавлинского района есть понятие о том, что такое разница во времени. К сожалению, у них нет такого же моста, только в прошлое, но сегодня у них есть временный госпиталь. Он временный не только потому, что он не постоянный, он еще и временной, потому что он позволяет выиграть время. Давайте пройдем. Это раньше было наше терапевтическое отделение номер 2. Мы его в связи с этой ситуацией перепрофилировали. На данный момент находится 24 человека, а вообще максимальное количество у нас 30 человек было. На этой неделе количество ежедневное поступление и выписки у нас несколько снизилось по сравнению с прошлой неделей. У нас вот сейчас 2-3 человека, как бы вот это вот. Но необходимость остается. Безусловно, безусловно. Бавлинский госпиталь мало чем отличишь от Азнакаевского, разве что мест тут чуть меньше, их 30, но под наблюдением еще 80 человек на дому, каждый из которых может оказаться и здесь. У них тут тоже нет КТ, но есть весь набор необходимых лекарств, лучшее из возможного, а возможно нынче немногое. Весь персонал 16 человек, тоже по полдня, а то и по целому дню в этих костюмах. И люди здесь, вот эти пациенты, все так же открыто и с радостью говорят только о них. Никто не сказал ни слова о себе. Очень редко встретишь такое в госпитале. У нас самые, оказывается, хорошие врачи. Лежала дома 2 недели, не получилось. Самой вылечиться. Оказывается, только у нас в Бавлах хорошие врачи. Да. А сейчас уже люди все поверили. Вначале не верили же, на политику списывали, а сейчас уже верят. И большое спасибо врачи. Это очень такой большой труд у них, сложный сейчас. Государство пусть не пожалеет, пусть им оплатят всем. Они очень большой труд проделывают, да, нас спасают, вытаскивают с того света. Пациенты склонны переоценивать порой свою динамику, и само наличие больничной палаты уже терапия для многих из них. Но думается, что это не тот случай. Еще никогда в их практике ни одна инфекция не отнимала столько и без того не безграничных ресурсов, и никто еще так их не благодарил. Страх? Может быть. Но это действительно не мегаполис, в котором еще можно встретить оторванных от реальности скептиков. Здесь всем уже давно все известно. Известно, с чем мы имеем дело. Я не помню, чтобы когда-то такое было, что мы открывали под одно заболевание специальное отделение, перепрофилировали. Наверное, это что-то значит, что никуда он не делся пока. Мы бы хотели, чтобы это закончилось до октября, потому что там уже будет ожидаемый подъем респираторными заболеваниями сезонными. И если это будет наслаиваться на вот эту ситуацию, то, конечно, это будет усложнять нашу работу. Это и количество пациентов, это и в плане диагностики. Коронавирус никуда не делся. И он может в любой момент вспыхнуть. Поэтому я считаю, что расслабляться нам нельзя. Но в целом, если соблюдать все меры, которые предусмотрены, жить можно и жить нужно. Теперь многое можно, но можно еще не значит нужно. На шикарных, притягательных и открытых теперь уже во всех смыслах бассейнах Азнакаева и Бавлов тьма посетителей в эти жаркие дни. Но и тут есть свои спасатели.
Они везде теперь есть. Чтобы плавать, надо плавать. А это не каждый может. Поэтому они здесь, чтобы однажды выиграть время. До тех пор, пока гладь вот этих водоемов не покроется устойчивой ледяной коркой, они будут нужны. Всюду нужны будут. Время такое. Михаил Любимов и Андрей Ключников. 7 дней. Вы знаете, что происходит сейчас? Растет не только количество заболевающих и выздоравливающих, растет и количество здравомыслящих людей. Я бы сказал, это два сообщающихся сосуда. Чем больше достоверных случаев заражения, тем меньше скептиков. Вот что было в марте-апреле. Количество заболевших было невелико, и, соответственно, количество скептиков было большим. И вот что происходит уже с мая. Растет эпидемия. У каждого из нас, в том числе у меня, заболели мамы, лежат с ковидом родственники, соседи, друзья. И вот уже скептицизм не так распространен. Но я бы не сказал, что он на донышке. Увы, нет. Вот здесь, в этом сосуде, все еще 16% граждан страны. 16% граждан не доверяют так называемой официальной науке. То есть они считают, что все это неправда. Только 12% граждан доверяет науке полностью. Остальные скорее доверяют. Интересно, что за последние 3 года вот этот показатель, количество абсолютных скептиков, вырос в 3 раза. Конечно, мы не можем не связать это падение доверия к ученым с тем, что происходило в этом году. К сожалению, люди считают, что наука якобы не справилась с эпидемией, что можно было либо ее предотвратить, либо уже предложить какое-то лекарство. Но сами мы не можем принять правила ответственного поведения. Позиции многих моих знакомых. Мне все надоело, надо переболеть, и будь что будет. Отчасти верно, переболеем все, но нельзя одновременно. Мы придумаем 1000 теорий заговора и миллионы причин, почему нам не нужно и даже опасно соблюдать все меры предосторожности. Уже написаны сотни постов в социальных сетях, что маски, например, опасны для здоровья. Уже говорят, что есть научные труды на этот счет. И хотя никаких научных трудов на этот счет, конечно, никогда не существовало, переубедить людей невозможно. Так удобнее. Это не самая страшная эпидемия в истории, но самая недооцененная, это точно. Очень не хочется, чтобы из-за чьей-то беспечности страдали люди. Поэтому мы будем продолжать рассказывать вам правду по мере своих сил. И будем продолжать говорить спасибо врачам и медицинским работникам, которые исправляют сегодня за нас эти ошибки. Почему опыт работы разных регионов, предприятий в период пандемии так важен и так полезен? Да хотя бы потому, что он уникален, этот опыт. Ну действительно, как была сформулирована задача руководством страны? Мы все это хорошо помним. Сразу было заявлено, на первом плане должен быть человек, его жизнь, здоровье, благополучие. Поэтому главное было сберечь людей, все остальное приложится. Это ключевое и общее для всех правило.
Тем не менее, ситуация в регионах складывалась по-разному. Поэтому единого шаблона, как действовать, чтобы противостоять эпидемии, не было. Татарстан для себя определил, нужно максимально сохранить работоспособность ведущих предприятий и их коллективы. Экономика даже в этот трудный период не должна угасать. По крайней мере, это касается стратегических производств. Тимур Бекмурдин продолжит. Так называемый идеальный шторм, в который угодила вся страна из-за пандемии и падения цен на нефть, ударил по всем секторам экономики. Нефтехимикам в Нижнекамске и в Казани пришлось даже больнее, тяжелее других. Обвалился спрос, упали доходы компаний-производителей, но если бы только это. Крупнейшие потребители того же каучука, ведущие шины и заводы мира дружно ушли на карантин, поставив в неловкое положение партнеров нижнекамских нефтехимиков. Нужно было в срочном порядке, практически на ходу решать проблему. Разгружать, отправлять на хранение еще вчера супер востребованный каучук. Сейчас никому не нужный. Как в этих критических условиях не поддаться панике, сохранить уверенность и самообладание, знает в группе компаний «Таиф». В тяжелейший для глобальной экономики период, когда большинство корпораций мира вынужденно сокращают производство и инвестиционные программы, Татарстан и Таиф идут наперекор рынку и общемировым трендам. Производство на Казань-Оргсинтезе и Нижнекамск-Нефтехимии не останавливают, а напротив наращивают. Амбициозную инвестиционную программу развития стоимостью в 1,5 триллиона рублей принято решение также сохранить в полном объеме. Наглядный пример – новый олефиновый комплекс, как его часто называют, второй Нижнекамск-Нефтехим. Строительство его идет в соответствии с ранее утвержденными графиками и планами. С точки зрения финансов этот проект обеспечен железобетонно, поэтому он выполняется в рамках утвержденного графика. Подрядчики приступили к работам, проводят мобилизацию. Возводится строительный городок со всей инфраструктурой. Большая вероятность, что мы все это реализуем, лишь бы хватило сил и времени, и настойчивости. И, конечно, работать, и еще раз работать. Работать сплоченно в созидательном, спокойном режиме. Коронакризис не обрушил планы Таифа еще и потому, что многие аспекты в группе компаний были решены заранее. Ранее сделанные инвестиции в модернизацию производств позволяют сегодня работать с высокой эффективностью и низкими энергозатратами. На системном уровне были решены вопросы по профилактике заболеваний вирусной инфекции. На том же Казань-Оргсинтезе с самой лучшей стороны показали себя работники медико-санитарной части предприятия, в модернизацию которой в свое время были сделаны огромные инвестиции. Буквально в течение 1 минуты мы можем узнать содержание кислорода в крови у пациента. Таким образом, производится измерение кислорода. Первая циферка показывает сатурацию, то есть наличие кислорода в крови. В данном случае 97% кислорода в крови, и вторая циферка – это пульс. Изучив этот вопрос, мы поняли, что это не настолько все страшно и опасно, что методы соблюдения мер профилактики, предосторожности, они позволяют и сохранить свое здоровье для того, чтобы я мог как можно более эффективно трудиться, и защитить большинство наших сотрудников. Также в медико-санитарной части очень хорошо развита диагностическая процедура. То есть это УЗИ-диагностика, рентген-диагностика. У нас мощная лабораторная диагностика, где делаются все виды анализа. В трудной для всей страны ситуации думать не только о себе, о своих производствах, но и о тех, кому сейчас сложнее, кому поддержка и помощь нужна в первую очередь. Для предприятий группы Таиф это естественно. Причем социальная направленность и социальная ответственность проявляются не только в обязательствах, которые предприятия никогда себя не снимали и не снимают. «Сила во благо» – девиз ко многому обязывает. В сложный период руководство группы Таиф и ПАО «Казань-Оргсинтез» приняли решение поддержать татарстанских медиков, самоотверженно работающих в красной зоне и борющихся за спасение жизней самых тяжелых больных с коронавирусной инфекцией. Для них было закуплено дополнительно 700 комплектов многоразовых защитных костюмов, дополнительно к тем 1200, которые были приобретены ранее. Вот в этом костюме удобнее, он дышащий, и в ней не так потеешь, и удобно работать. Мы заходим в среднем где-то на 4 часа. Это, естественно, бывает по-разному. Бывает и на 7, на 8 заходим.
Медики, врачи, медсестры признаются, когда проводишь в таком костюме по несколько часов в день на протяжении долгих месяцев, начинаешь особенно ценить труд тех, кто сумел так удобно, сознанием дела их сконструировать и пошить. Особая гордость за то, что вся эта продукция отечественного производства. Почти все российского производства научились делать за этот короткий промежуток времени. И уровень защиты приличный, второй, то есть как раз самый то. Вот многоразовый, очень удобный костюм, то, что вот у нас пришла партия. Как вы знаете, мы же еще оказываем хирургическую помощь здесь с подозрением на ковид и с доказанным ковидом. И вот в этих костюмах многоразовых очень удобно облачать хирургические бригады. Там хорошо дышит, человек может там движение, да, не ограничено. А так как операция бывает, затягивается на 6-8 часов, то есть по нормативу можно больше находиться. Казань Оргсинтез на самом деле очень достойно этот период прошел и проходит. Но здесь, конечно, и в сторону наших работников хочется как бы сказать слова благодарности. Все-таки их социальная вот эта ответственность, их внутреннее вот это, как сказать, правильное восприятие вот этой проблемы, оно здесь тоже, я считаю, сыграло. Тимур Бекмурзин, Татьяна Тимошенко, Роман Безменов и Андрей Ключников. 7 дней. Мы продолжим нашу программу через пару минут. Смотрите далее. И 28 августа у нас следующий укол, и его нет. Жизнь или кошелек? Кто должен платить за лечение детей самым дорогим в стране препаратом? Кадровые перестановки в одном из крупнейших предприятий республики. Рустама Минниханова представили нового генерального директора «Газпром Межрегионгаз Казань». Им стал Ренат Сабиров. Новому руководителю 53 года. В свое время он окончил КГУ, кандидат химических наук. В качестве гендиректора коллективу «Газпром Межрегионгаз Казань» Рената Сабирова представил премьер-министр республики Алексей Песошин. Новые вызовы, связанные с пандемией, не помешали обеспечить непрерывное производство. Но расслабляться не нужно, заявил президент Рустам Минниханов на заседании Совета директоров Татнефти. Было рассмотрено исполнение бюджета компании за первое полугодие и утвержден план на август. Как отметил президент республики, Татнефть в период пандемии оперативно организовала пошив масок и выпуск антисептиков не только для нужд компании, но и для жителей Юго-Востока республики. Также Совет директоров выслушал данные о реализации цели устойчивого развития «Чистая вода и санитария» по глобальному договору ООН. На заседании Совета директоров Татнефтехиминвест Холдинга Рустама Минниханова доложили о ситуации в нефтехимии. В условиях пандемии и вызванного ей мирового экономического кризиса базовые предприятия нефтехимии за полгода снизили выпуск на 6%. Как было отмечено, финансовые результаты ухудшились из-за сокращения спроса и низких цен на продукцию. Кроме того, был рассмотрен ряд инновационных проектов. Также стало известно, что в сентябре на Казань-Экспо пройдет ежегодный нефтегазохимический форум. Рустам Минниханов назвал его одним из самых главных событий для республики. В Татарстане снизилось число зарегистрированных разбоев, краж и грабежей, умышленного причинения вреда здоровью. Такие данные привели на коллегии республиканского МВД. Ее провел премьер Алексей Песошин. На заседании подвели итоги 6 месяцев этого года. Как доложил министр внутренних дел Артем Хохорин, приоритетом в работе МВД определено противодействие оргпреступности и вовлечению молодежи ОПГ. Заседание рабочей группы Госсовета Российской Федерации по направлению строительства, жилищно-коммунальное хозяйство и городская среда провел во вторник руководитель рабочей группы президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. Заседание прошло в режиме видеоконференции, в нем принял участие вице-премьер России Марат Хуснуллин. Говорили о корректировке показателей нацпроектов. Как отметил Марат Хуснуллин, в сфере строительства показатели в начале года шли опережающими темпами, а затем произошел спад. Как, в свою очередь, заметил Рустам Минниханов, действенной мерой выполнения всех задач может стать дальнейшее снижение административных барьеров на федеральном уровне. Председатель Госсовета Республики Фарид Мухаммедшин на неделе встретился с кадровым резервом президента Татарстана. Обсудили реализацию программы 2030, иностранные инвестиции в экономику и влияние пандемии на жизнь Татарстана. На этой неделе с рабочим визитом республику посетил полномочный представитель президента страны в Приволжском федеральном округе. Рустам Минниханов и Игорь Комаров
Обсудили вопросы дальнейшего социально-экономического развития региона и другие актуальные вопросы. В их числе развитие цифровизации в сфере недвижимости. В обсуждении принял участие и глава Росреестра Олег Скуфинский. Далее в программе визита объезд стройплощадок и объектов, которые уже открыты после капремонта. Набережное озера Кабан. Здесь ко Дню Республики планируют закольцевать пешеходную зону. Пересечение улиц Бигичева и Глушко. По президентской программе «Наш двор» здесь создали зону отдыха со сквером, оборудовали спортивные и детские площадки. Далее самый крупный парк Казани – Горкинско-Аметьевский лес. Игорь Комаров подчеркнул, что такой опыт по благоустройству надо тиражировать на всю страну. На финишную прямую выходит и строительство Большого Казанского кольца. В первую очередь планируют открыть ко Дню Республики. Также Игорь Комаров побывал в технопарке «Идея». Здесь полпреду показали производство медицинских симуляторов, которые сейчас пользуются спросом во всем мире. Необходимо принять все меры по мобилизации доходов в бюджет в запланированных объемах. Об этом заявил Рустам Минниханов на совещании в Доме правительства. За полгода в консолидированный бюджет Татарстана поступило 105 миллиардов рублей доходов. Это меньше, чем за этот же период прошлого года на 23%. Падение связано с резким снижением поступлений по налогу на прибыль. В связи с этим, по мнению президента республики, необходимо продолжать деятельность комиссий при министерствах, проведение анализа финансовых результатов, включая разработку направлений для их улучшения. Надо, чтобы предприятия стабильно работали. Это и зарплата, это и налоги, это и благосостояние. Это во многом не только от предприятия иногда зависит, а от разных факторов. Выявить, почему, какие есть резервы. Каждый рубль должен быть на учете. Одна из главных задач – продолжить реализацию нацпроектов, отметил президент. В этом году на это выделено около 27 миллиардов рублей. Почти 8,5 миллиардов из бюджета республики. Все мероприятия, согласованные с федеральным центром, должны быть исполнены, поставил задачу президент. Рустам Минниханов стал первым зарегистрированным кандидатом на должность президента Татарстана. В соответствии с выборным законодательством Рустам Минниханов представил личные документы, информацию о созданном избирательном фонде, а также листы поддержки кандидата с 406 подписями муниципальных депутатов Республики Татарстан, а также сведения о 3 кандидатурах для наделения полномочиями члена Совета Федерации, один из которых будет назначен сенатором в случае избрания кандидата. Напомним, документы для регистрации в качестве кандидата на должность президента представил также Олег Коробченко. Также Центральная избирательная комиссия России приняла постановление о порядке досрочного голосования 13 сентября. Голосование будет многодневным и длится 3 дня – 11, 12 и 13 сентября. Татарстанские врачи получили ключи от 54 новых машин скорой помощи. Рустам Минниханов передал технику главврачам республиканских и районных больниц. В этом году это уже 4-я партия автомобилей. Мы продолжаем программу. Когда на чаше весов жизнь ребенка и сумма, необходимая на покупку лекарства, в десятки миллионов рублей, это сравнение нам всем покажется диким, и ответ вроде бы очевиден. Жизнь ребенка важнее любых денег. Это если рассуждать абстрактно, не особо вдаваясь в детали. Ко мне обратилась жительница Набережных Челнов, 2-летняя дочь которой до этого момента проходила бесплатное лечение от редкого заболевания. Сейчас ей необходимо продолжить курс. Медики в своем заключении написали так, цитата, «Прерывание может привести к летальному исходу». Простыми словами, нужен укол, но он теперь платный, его стоимость заоблачная – 8 миллионов рублей. Таких денег нет, конечно, у мамы, но, как выясняется, нет их на настоящий момент и у государства. Мама девочки уже выходила на одиночный пикет. Точно такая же проблема есть и у жителя Набережных Челнов. Он отец 2 детей с таким же заболеванием. Почему и как эта история дошла до премьер-министра страны? Кто должен платить за лечение самым дорогим в нашей стране препаратом? И есть ли время на решение? Татьяна Тимошенко выясняла, в какую сторону качнется чаша весов. Воздуха хватает?
Это Ксюша Тихонова, ей 17 лет. Она смайлик, так называют детей с СМА, самым часто встречающимся заболеванием среди редких. Ее мама, кажется, может улыбаться только через силу. Дыхательные мышцы дочери постепенно атрофируются. 1,5 месяца назад у Ксении начались ухудшения. Она сейчас у нас находится на вентиляции легких. Больше времени, чем раньше. Неделю назад у нее была остановка дыхания. Хорошо то, что у нас оборудование есть дома. Было сделано много манипуляций, и ребенка в очередной раз удалось спасти. А это брат Ксюши. Несмотря на то, что он в инвалидной коляске, Никита закончил 1 класс в самой обычной школе. Диагноз тот же. Спинальная мышечная атрофия, тяжелое наследственное нервно-мышечное заболевание. Оно быстро прогрессирует. Со временем люди не могут сидеть, двигаться, глотать и дышать. Родители вышли на пикет к зданию правительства республики, требуя закупить препарат. Пока силы есть, буду стоять. Потому что, когда приезжаю домой и смотря на своих детей, прихожу к выводу, что надо стоять, что по-другому никак. По решению суда препарат должен быть приобретен, но денег в региональном бюджете на закупку Спинразы, а препарат называют самым дорогим, если не в мире, то в России точно нет. Дорожный президент республики Мишустин, председатель принял решение, его резолюции вышел непосредственно. Прошу поддержать. Срок кратчайший. Сумма закупки Спинразы для 24 СМА детей в республике более миллиарда рублей. Как бы некорректно это ни звучало, но это бюджет всей социальной политики, например, Казани. И таких денег нет ни в одном региональном бюджете. Суды и требования идут по всей стране. Маленькая Регина – большая модница, у нее сережки и даже маникюр. В полгода она перестала держать голову. Тогда ей поставили диагноз в самой тяжелой форме. Регина – единственный в республике ребенок, кого производитель бесплатно обеспечивал препаратом до регистрации в России. И только год. За это время она научилась держать голову, переворачиваться и очень много говорить. 28 августа у нас следующий укол, и его нет. Строго по времени у нас каждые 4 месяца, это люмбальная пункция называется, и это должно проводиться строго по схеме, и перерыв приведет к летальному исходу. Так у нас в комиссии написано. На этой неделе родители детей обратились к уполномоченному по правам ребенка в Татарстане. Прием был совместный с прокурором республики. По каждому такому обращению мы принимаем свои меры реагирования, принимаем все возможные меры и способы для защиты и обеспечения права, вплоть до обращения в суд и участия в судебных процессах. Обращение родителей в благотворительные фонды, чтобы быстро и точечно купить препарат, также не дают результатов. Слишком велика цена. Одна инъекция стоит 8 миллионов рублей. В первый год лечения необходимо 6 уколов, затем 3 в год, пожизненно. Всего, по данным Минздрава страны, около 16 тысяч человек страдают редкими заболеваниями. 56 миллиардов рублей из федерального бюджета обеспечивают лечение 14 редких заболеваний по всей стране. СМА стоит отдельной строкой и пока не в бюджете. На препарат для 1000 зарегистрированных со спинально-мышечной атрофией детей необходимо еще 42 миллиарда. Безусловно, субъекты не смогут сегодня обеспечивать. И именно поэтому после неоднократных обращений в адрес Министерства финансов президент вышел с инициативой о том, чтобы на следующий год налог на доходы физических лиц, так называемый подоходный налог, для граждан, которые зарабатывают 5 миллионов и более в год, поднять с 13% до 15%. Вот эти 2% разница, они дадут примерно 60 миллиардов рублей в федеральный бюджет. Кроме того, на встрече с некоммерческими организациями президента страны в июне этого года, где вновь звучал вопрос об обеспечении детей препаратом Спинраза, Владимир Путин поддержал идею создания фонда помощи детям с тяжелыми заболеваниями. В этот фонд возможно привлечь и социально ориентированный бизнес. Все эти меры должны снять проблему обеспечения лекарствами и в конечном итоге помочь каждому ребенку, вне зависимости от стоимости лечения.
А как лечат за границей? По этой же системе работают и в Европе. Например, Польша или Румыния полностью обеспечивают препаратом. В то же время 17 стран ЕС частично возмещают стоимость и не всем категориям больных. И для многих стран вхождение на их рынок препарата, его регистрация не обходится без переговоров с производителем. И эту практику необходимо применить и у нас. Стоимость этого препарата, на мой взгляд, она завышена. Кроме этого, мы имеем дело с одним производителем в части вот таких препаратов инновационных. Когда он один, когда нет конкуренции, его регистрация должна сопровождаться специальными условиями. То есть наша страна регистрирует в обмен на специальную цену, а цена должна быть в 2 раза меньше. Предполагается, что поступления так называемого налога на богатых будут специально маркированы при перечислениях и станут основой обеспечения лекарствами. Законопроект, который и даст возможность централизованных закупок, поступит в Госдуму осенью. Смогут ли смайлики, о которых мы рассказали, выйти на детские площадки? Вопрос не только медицинский. В республике 24 ребенка с таким диагнозом, в России около 1000. Ежегодный прирост составляет около 11%. Болезнь могут выявить в любом возрасте. Исходя из этих цифр, понятно, что вопрос, кто должен платить за лекарства, больше не может раскачиваться. Но пока принимаются решения, время для этих конкретных детей утекает, как песок. Татьяна Тимошенко, Ильшат Аюпов, Роман Безменов, Андрей Мохов, Андрей Ключников. 7 дней. Безусловно, это не что иное, как укол совести. Это заболевание, поражающее все мышцы человека, и в нас самих может привести к поражению мышцы сердечной. Ну, не должны родители этих детей ходить с протянутой рукой и надеяться на чудо. Нужен, конечно, общероссийский фонд для детей с заболеваниями, требующими дорогостоящих лекарств. Президент страны Владимир Путин эту идею уже одобрил, а значит, у многих появилась надежда. И последнее на сегодня. Стрижи прилетели. Раз в год они прилетают в Казань, и их здесь ждут всегда с нетерпением. В субботу в Казани вновь состоялось грандиозное шоу «Я выбираю небо», приуроченное к столетию образования ТАССР и 80-летию основания Казанского вертолетного завода. Это было самое зрелищное событие, что мы видели с Нового года. Мало кому довелось вообще полетать в 2020 году. Наши корреспонденты решили познакомиться поближе с теми, кто подарил нам столько эмоций. С небесными виртуозами встретился Михаил Любимов. Правильно, и поехали! Ну что, вот он, праздник вдвойне, который проходит сегодня в Казани. Праздник, который, во-первых, приурочен сразу нескольким юбилейным датам, но людям важно то, что во-вторых. А во-вторых, это, собственно, праздник. Это праздник души, праздник, которого мы все эти месяцы долгие в этом году не видели. Люди, конечно, истосковались, поэтому вот посмотрите, какое количество народу. Сразу праздник и сразу вот такое масштабное зрелище, как авиашоу «Я выбираю небо». Здесь сейчас на земле организовано очень много всевозможных мероприятий. Но, конечно, главнее то, что происходит не на земле, а на небе. Сегодня прекрасный день, как видите, солнечно, людей много. И кроме вот этого обязательного атрибута, который обязательно сегодня на празднике, как вы видите, все здесь в этих масках, можно надеть еще и вот этот. Во-первых, эти очки немного, но все-таки защищают от коронавируса. Во-вторых, они помогут смотреть на то, что происходит на небе. Не знаю, как вы, а я выбираю именно небо. Две надписи в небе выводит пилотажная группа «Первый полет». 100 лет ТАССР и «Я выбираю небо». В России так больше не может никто. Не идут, а печатают. Ну еще бы. Они абсолютные чемпионы России, Европы и мира по высшему пилотажу в воздухе. Набор на петли. Ира, я стараюсь вот от этой башни идти. А вот это они же, наши московские гости, в конце этой недели в Куркачах на аэродроме. Группа отрабатывает воздушные фигуры на земле, как всем известно. Пешим полетному, как они говорят. Ни одно повторение не лишнее. Хотя и летают они уже вместе более 11 лет, и за спиной уже 130 выступлений.
Во время такой тренировки мы максимально погружаемся, имитируем полет. И для нас такой каждый пеший проход летной программы, это прям равнозначно, как будто мы сидим в кабинах самолетов, летаем. Мы выполним такие фигуры, как петли, развороты всевозможные. А мы выполним нашу хитовую фигуру пропеллер. С земли, конечно, все это кажется простым, но только тем, кто никогда не летал не на пассажирских самолетах. А вот это солист, соло, в небе один самолет, у которого свободы, конечно, куда больше. И никто из зрителей, конечно, и не догадывается, что и не солист это вовсе, а солистка. Ирина Маркова, член пилотажной группы, многократный призер и победитель чемпионатов России по высшему пилотажу. В своем клубе она летчик-конструктор, потому что летает она с 1985 года. Такая ирония судьбы, наверное, небольшая. Я в детстве, в 4 классе, поступала в хореографическое училище, именно в балет. И на первом же туре меня отсеяли, сказали, что у меня короткая шея. В процессе у меня появилась другая мечта. Я захотела научиться летать. И в 16 лет, придя в аэроклуб, в общем, моя мечта осуществилась. И теперь, в общем-то, по жизни она со мной. И вот, да, вот такая вот аналогия. Я стала солисткой пилотажной группы. Но люди, конечно, ждали, когда прилетят птички побольше. И стрижи прилетели. Шесть самолетов в едином строю. Их хорошо можно и видеть, и слышать. МиГ-29 – та самая машина, которая вызывает буквально благоговение. Вы знаете, наверное, даже человек, который терпеть не может летать, человек, которого, скажем так, мутит от этого, вот даже посмотреть, уже впечатление такое, да, не сможет отказать себе в удовольствии погладить вот эту птичку по ее оперению. Это МиГ-29, великолепнейшая машина. И вы знаете, это тот самый случай, когда можно наслаждаться не только самой вот этой машиной, но и человеком, который сидит внутри нее. Это тот самый случай, когда человек и машина абсолютно достойны друг друга, чего мы редко видим в нашей жизни. И знаете, что отличает людей, которые летают вот на этих машинах, от нас с вами? Это люди, которые ни в чем не достигли совершенства, им так кажется. Они учатся всю жизнь. Поэтому мы всякий раз восхищаемся ими, потому что им есть нас чем удивить. То есть, чтобы подготовить летчика-пилотажника, на это необходимо продолжительный срок. Вот 2 года мы закладываем на летчика, уже состоявшегося летчика 1 класса. Вам как фигуристам приходится каждый раз с новой программой выступать? Ну, скажем так, что в Казани эту программу мы еще никогда не показывали. Это, если погода позволит, мы будем выполнять полет в полном объеме пилотажной программы «Шестерки», плюс одиночный солист будет выполнять полет. То есть в воздухе будет 7 бортов. А ведь вот эти полеты, вот эти фигуры, которые они выполняют, это, скажем так, не показуха. Перед нами боевые машины Минобороны. И все это в первую очередь боевые приемы. Сальто, петли, зависание в воздухе – все это сбивает с толку и обманывает противника. Перегрузки здесь максимальные. Поэтому стрижи – это лучшие из лучших. А какие перегрузки, Дмитрий, вот, чтобы мы понимали? Ну, да, в G в 9 единиц. До 9 единиц это по возможностям человека. Если постоянно летать, постоянно испытывать перегрузки, к этому немножко организм привыкает. Но в любом случае это очень тяжело и большая нагрузка на организм. То есть вы представляете, да, каждая клетка тела увеличивается в 9 раз вес ее, да? Стрижами, кстати, восхищенный президент республики. Они встречались на этой неделе.
В какой-то мере Рустам Минниханов был в этой стрижиной шкуре. Ему приходилось летать на МиГ-29. Восхищаюсь вашим мастерством, восхищаюсь нашей техникой, нашей отечественной. Есть чем мы можем гордиться. Мы считаем, что это очень важно, чтобы наша молодежь увидела, тем более, конечно же, выступление вашей авиационной группы, она будет знаком, топовым моментом всего этого праздника. Дело, конечно, в том, что это сверхманевренность не машин, а людей. Вот так ведь и становятся летчиками. Вот так ведь и выбирают небо. А небо, оно, как известно, на... Михаил Любимов, Андрей Мохов и Андрей Ключников. 7 дней. На этом у нас все. Баргызга да иң изге теләкләр, иң мөһиме сәламәтлек. До встречи на следующей неделе. До свидания. Здравствуйте! На предстоящую неделю прогнозы синоптиков вполне приятные. Пасмурный циклон уходит, на его место спешит солнечный и теплый антициклон. И по данным сервиса Яндекс.Погода, на юго-востоке Татарстана в понедельник температура начнет повышаться, осадки прекратятся и к среде до 26 градусов выше нуля. Такая погода продержится и в четверг, и в пятницу. На выходных на пару градусов температура станет ниже. На северо-востоке синоптики осадков не обещают. Ожидается вполне комфортная и теплая погода. Максимальная температура днем 24 градуса выше нуля. В центральных районах Татарстана установится благоприятная и теплая погода. Осадки не ожидаются. Днем до 26 градусов тепла, ночная температура тоже высокая, до плюс 16. Для юго-запада республики следующей неделя будет теплой и даже жаркой. В среду до 27 градусов тепла. В четверг небольшие осадки немного остудят воздух. На выходных столбики термометров покажут 23 градуса со знаком плюс. Солнечная погода сохранится. На северо-западе и в Казани в основном будет малооблачно. В среду и в четверг местами пройдут дожди. Днем воздух прогреется до 26 градусов. Выходные будут солнечными и теплыми. О погоде все. Пусть следующая неделя принесет только хорошие новости. До свидания.